Рио-Рита «Радость Победы». Под таким названием в Центре национальных культур прошла тематическая концертная программа, посвященная великому празднику. Янтинцы с радостью окунулись в неповторимую атмосферу далекого СССР. Горожане подпевали известные советские, русские народные и коми-песни. 7 мая в преддверии праздника Великой Победы в Центре национальных культур прошла большая праздничная программа. Танцевальная площадка «Рио-Рита», изначально заявленная под открытым небом, в последний момент из-за плохой погоды была перенесена в помещение. Этот проект у нас родился в прошлом году, танцевальная площадка «Рио-Рита». Мы хотим немножко вспомнить прошлые года, довоенные года. В этом году тоже планировали сделать на улице, но погода внесла свои коррективы. Пришла к нам зима внезапно, поэтому мы решили перенести в зал Центра национальных культур нашу танцевальную площадку. Конечно, не совсем состоится так, как запланировано, но мы надеемся, что людям нашим понравится. Все равно праздничное настроение мы всем создадим. Споем военные песни, послевоенные песни, довоенные песни. Надеемся, что все пройдет так, как нам захотелось. Арт-проект «Рио-Рита. Радость Победы» – это событие нового формата. Локальная культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Проект впервые прошел в Санкт-Петербурге 9 мая 2016 года. Главной целью мероприятия является объединение людей разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов единой эмоцией, искренней радостью, принесенной известием о Великой Победе. Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится старый вальсок. Старый забытый вальсок. Хорошая песня всегда была верным помощником бойца. С песней он отдыхал в короткие часы затишья, вспоминал родных и близких. Песня поднимала командный дух, даря надежду и не давала забыть о родине, которую нужно было защитить. Патриотические песни звучали не только на передовой, но и в тылу, объединяя страну в единый фронт. Ветераны-тыловики вспоминают, что даже в самое суровое время, в перерывах между работой на заводе, измученные и голодные, они устраивали небольшие концерты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость, а песни довольно одной, что только о доме не пелось. Лучшие духовно-душевные качества людей, защищавших Родину, нашли свой выход, и родилась своеобразная песенная летопись Великой Отечественной войны. Родились великие песни, потрясающие сердца. Сколько их, прекрасных и незабываемых. Живые и любимые ныне песни были отобраны именно народом и являются поистине народными. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Концерт прошел не в том формате, что был запланирован. Тем не менее, гости праздника смогли окунуться в атмосферу цветущего мая 1945 года и зарядиться радостью, счастьем и надеждой на мирное будущее.